Зло, которое не признает ни морали, ни права. Ежегодно тысячи невинных людей по всему миру страдают от рук террористов. На встрече отмечают, преступники не делят людей на своих и чужих. Они губят и разрушают все, что оказывается на пути. Непосредственно перед Первой мировой войной террористические структуры, которые действовали на территории России, получали крупные финансовые вливания от таких стран, на тот момент противников России, как Австрия и Япония. В нашей стране с 2006 года успешно работает Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперштаб и созданы также антитеррористические комиссии. Так, за последние годы количество террористических актов в России снизилось аж в 10 раз. На Северном Кавказе полностью ликвидировали банд подполья, благодаря работе с полной отдачей, без сна и отдыха и строгости российских законов. Статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, она также раскрывает сам термин, что является террористическим актом, говорит нам о том, что террористический акт есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности. Терроризму нет оправдания, поэтому главная задача – объединить все усилия, чтобы противостоять этому злу. В Национальной библиотеке часто проводят мероприятия, направленные против терроризма. Сегодня в роли участников учащиеся первой школы Сунжи. Детям преподносят материал в игровой форме. В какой стране впервые появилось понятие терроризм? Великобритания, Франция, США, Ирак. Варианты? Ирак. Неправильно. Франция, верно, вначале было сказано. Я узнала, что террористы решают проблемы. Это политические и религиозные проблемы. Они их решают путем насилия и запугивания граждан. Более интересно показалась викторина, потому что я смогла проверить свои знания, что я знаю, что нет. И также узнала правила, которые можно соблюдать при терроризме, ну или нахождении объекта. Я знаю, что этот день приурочен трагическим событиям в Беслане. Мне показалось это мероприятие очень интересным, так как нам объяснили, что делать в этих ситуациях, кому звонить, кому обращаться и как себя вести. Еще 15 лет назад республика жила в страхе из-за террористических актов. Но уже сегодня подобные преступления пресекаются еще на стадии планирования. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно. И многие встречают этот день со слезами на глазах. В свете последних событий, как у нас в стране, так и окружающих нас странах, так скажем. Эти мероприятия, конечно, мы должны и обязаны проводить на регулярной основе. Это бы очень хорошим подспорьем и очень хорошим заделом бы послужило для наших подрастающих поколений. Терроризм ужасен тем, что он не щадит никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Это общая беда и боль, подчеркивают на встрече. И бороться с ним мы должны все вместе. Только толерантность и взаимоуважение между людьми позволят предупредить разрастание социальной базы терроризма и лишат преступников надежды на поддержку в обществе. Хава Газикова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.